Здравствуйте. Мы рады вас приветствовать из Коми Республиканского института развития образования на нашей очередной, очень интересной, мы уверены в этом, встрече в рамках нашего проекта «Успешный детский сад». Этот проект, он был нами как бы возрожден, я бы так, наверное, сказала, с начала 2021 года, потому что в Республике Коми очень много хороших детских садов. Какие-то из этих детских садов в свое время были инновационными площадками, какие-то из этих детских садов на данный момент являются инновационными площадками, стажировочными площадками. Поэтому опыт Республики Коми, конечно, очень широко представлен среди профессионального сообщества специалистов системы дошкольного образования Российской Федерации. И поэтому в рамках этого проекта с начала 2021 года мы представляли пока только наши детские сады Республики Коми. И в ноябре у нас уже состоялась первая встреча с детским садом номер 83 города Санкт-Петербурга, который в 2021 году стал победителем всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа» в номинации «Лучший инклюзивный детский сад» 2021 года. И неделю назад мы встречались с управленческой командой этого детского сада, и они немного нам рассказали о том, какая интересная жизнь происходит в их детском саду. А сегодня у нас не менее уникальная встреча. Это встреча с детским садом номер 133, с управленческой командой этого детского сада города Тюмени. И мне бы немножко хотелось рассказать предысторию этой встречи, то есть почему она состоится, и мы надеемся, что очень успешно состоится сегодня. Уважаемые коллеги, я думаю, что вы знаете, что конкурсное движение, которое есть в системе дошкольного образования Российской Федерации, не только дошкольного образования, оно достаточно известное. То есть у нас есть профессиональный конкурс «Учитель года» всероссийского уровня, у нас есть профессиональный конкурс «Воспитатель года», учитель-дефектолог, педагог-психолог, ну и так далее, и так далее. Но не было ни одного конкурса для руководителей дошкольных образовательных организаций. Есть всероссийский конкурс «Директор школы», но для детских садов не было ничего. И Министерство просвещения с 2021 года начинает организацию вот такого конкурса профессионального мастерства управленческих кадров системы дошкольного образования. И в связи с достаточно сложной эпидемиологической ситуацией в этом году данный конкурс проходил заочно сначала, а потом в очной форме. Поэтому просто знайте, что есть такой конкурс, и он состоялся. Он так и называется: первый всероссийский конкурс профессионального мастерства управленческих кадров системы дошкольного образования. В конкурсе принимало участие 450 специалистов системы дошкольного образования. И конкурс проводился по 3 номинациям. И из заочного этапа конкурса было определено, по-моему, если не ошибаюсь, 90 человек, которые должны были принять участие в очном этапе конкурса. И поэтому вот те коллеги, та управленческая команда, с которой мы сегодня с вами встречаемся, они являются победителями в 2 номинациях этого конкурса. С коллегами мы встречались очно в Москве, потому что я была в составе жюри данного конкурса. И, конечно, очень приятно сегодня будет их видеть. Но еще маленький такой момент, прежде чем я передам слово в город Тюмень. Дело в том, что в конкурсе было 3 номинации. Первая номинация – это обеспечение доступности дошкольного образования. Вторая номинация – это кадровое обеспечение управленческого состава системы дошкольного образования. И третья номинация, она была связана с повышением качества дошкольного образования. И вот в номинации кадровое обеспечение управленческих кадров системы дошкольного образования 2-е место заняла, я не могу об этом не сказать, заняла методист управления образования Усть-Куломского района Наталья Николаевна Нестерова. Поэтому она тоже там презентовала опыт, как выстраивается система взаимодействия методической службы с руководителями дошкольных образовательных организаций в условиях сельского района. А те, с кем мы сегодня будем встречаться, очень приятные, они такие достойные у нас победители. Поэтому я прошу выйти в эфир команду детского сада номер 133 города Тюмени. Пожалуйста, Ольга Михайловна, выйдите в эфир, чтобы мы вас могли увидеть и могли вас услышать. Очень приятно вас видеть снова. Добрый день, коллеги. Да. Мы хотя с вами вчера встречались и сегодня встречались, но тем не менее, правда, искренне приятно. Я думаю, что и нашим коллегам тоже очень приятно видеть и слышать вас. Уважаемые коллеги, позвольте сначала представить
Казанцева Ольга Михайловна. Это старший воспитатель детского сада номер 133 города Тюмени. Она победитель номинации «Кадровое обеспечение системы управленческого состава системы дошкольного образования» первого всероссийского конкурса профессионального мастерства управленческих кадров системы дошкольного образования. Ее коллега, руководитель, такой идейный вдохновитель, заведующий этого детского сада Светлана Николаевна Хабарова, моя тезка, она обязательно подключится к встрече, к нашей, но немножечко попозже. Поэтому Ольга Михайловна, замечательная Ольга Михайловна, мы с вами виделись, я вас слышала, слушала очно, и теперь очень хочется узнать, чем интересным живет ваш прекрасный детский сад, чтобы мы действительно могли что-то вот для себя интересное взять. Я немножко поясню, с чем это связано. Среди состава наших участников, я просто вижу и знаю многих, здесь есть у нас руководители, старшие воспитатели детских садов, которые являются на сегодняшний день либо муниципальными, либо региональными, либо федеральными инновационными площадками. Поэтому, естественно, вот такой вот профессиональный диалог очень интересно, возможно, у нас развернется. И все вопросы, которые мы передали вам, я думаю, что наши коллеги тоже получат на них ответы. Ну и, Ольга Михайловна, не знаю, как закончится сегодня наша встреча, всегда со временем у нас бывают небольшие сложности, но я вас сразу хочу пригласить. Светлана Николаевна, заведующая этого детского сада, она тогда при первом нашем разговоре сказала, что вам бы тоже хотелось познакомиться с опытом Республики Коми. И поэтому мы сейчас уже вас приглашаем. 29 ноября у нас будет большая интерактивная сессия в рамках международной конференции в городе Сочи. Конференция называется «Современные ценности дошкольного детства». И вот там 29 ноября мы будем выступать большой командой наших инновационных площадок и будем показывать наши практические интересные решения. Поэтому потом за кадром мы вам вышлем информацию об этой конференции, поэтому подключайтесь, и просто вы тогда увидите, чем живет сейчас наша Республика Коми. Поэтому, уважаемая Ольга Михайловна, не смею больше задерживать, передаю с удовольствием вам слово в Тюмень, в прекрасную Тюмень, в которой я тоже была, и в ваш детский сад, в котором, надеюсь, возможно, мы тоже когда-то побываем. Пожалуйста, Ольга Михайловна. Спасибо большое, Татьяна Валерьяновна. Добрый день, коллеги. Что-то со звуком, давайте мы еще раз, да. Коллеги, слышно? Уважаемые коллеги, напишите, возможно, слышно, возможно, у нас что-то, какие-то неточности. Поэтому просто напишите, пожалуйста, если, Ольга Михайловна, да. Да. Все, спасибо, коллеги. Хорошо, спасибо. Спасибо. Коллектив детского сада города Тюмени рад представить вам свой опыт работы. Нам очень приятно выступать для новой аудитории. Меня уже представили, Ольга Михайловна, старший воспитатель детского сада 133 города Тюмени. К сожалению, Светлана Николаевна сейчас отсутствует, руководитель, но она подключится чуть позже к нам. В начале нашего вот этого представления опыта работы я хотела вам продемонстрировать небольшой видеоролик, чтобы у вас сложилось впечатление о нашем детском саде. Так, загружаю. Так, подождите секунду. Угу. Скажите, видно, пожалуйста, коллеги? Он практически не говорил, поведение было очень таким плохим. Вот мы здесь пробовали 3 года, теперь у меня ребенок и разговаривает, и пишет, и читает, и мы вообще счастливы, что теперь идем в обычную общеобразовательную школу. Мы, конечно, плакали, мы переживали, очень сильно переживали. Когда была у нас комиссия, они прямо удивились, что у нас никаких там диагнозов, мы вот отлично идем в школу, в обычную. Детский сад номер 133 города Тюмени реализует инклюзивное образование. Учреждение посещают не только здоровые дети, но и малыши с тяжелыми нарушениями речи, задержкой психического развития, аутистическими расстройствами. Ограниченные возможности здоровья имеет примерно каждый 5-й воспитанник.
воспитанник. Давай пальчики твои, вот пальчики. Где у Васи пальчики? Над их развитием трудятся учителя-дефектологи, логопеды, психологи, врачи. Подготовку в области коррекционной педагогики имеют воспитатели, музыкальные работники, инструкторы физкультуры. Специалисты постоянно самосовершенствуются, посещают мастер-классы и курсы повышения квалификации всероссийского и международного уровней. Нужно просто найти те возможные ресурсы, которые есть в ребенке, и начинать раскрывать сначала их. А постепенно можно достичь очень хороших положительных результатов. В коррекционной работе широко используются авторские технологии, методики Фридриха Фрёбеля, Глена Домана, Бертштейна, программа глобального чтения, рисование в технике Эбру. Смотрите, прикоснемся. Детский сад номер 133 первым в Сибири начал применять в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья канистерапию, лечение и реабилитацию с помощью специально обученных собак. Каштанка. Алина, держи собаку, держи. Все, молодцы. В коррекционной работе широко используется и специальное оборудование. Какой он приятный, мягкий, какой он приятный. Пальчики оставляют следы на песке. В 2017 году детский сад номер 133 города Тюмени стал стажировочной площадкой для слушателей областного института развития регионального образования. Специалисты делятся опытом с педагогами всего региона. Активно внедряются в практику и собственные разработки. Так, технология оптимизации детско-родительских отношений семей с ОВЗ «Солнечный круг» стала обладателем гранта всероссийского конкурса имени Льва Выгодского. Для раскрытия талантов каждого ребенка, независимо от его возможностей, в коррекционной работе применяются цветотерапия, нетрадиционное творчество, обучение театральному искусству. Кто-то умеет говорить, значит, у них роль со словами. Кто-то не умеет говорить, но хорошо танцует. И мы каждому ребенку предлагаем именно такую роль, в которой он может раскрыться полностью. У них и знания расширяются, и они становятся более смелыми. Они друг с другом начинают общаться. Большое внимание уделяется оздоровлению детей. В качестве доп. Услуг можно отведать кислородные коктейли или пройти курс спелеотерапии. Присоединиться могут и родители. Чтобы предоставить воспитанникам широкие возможности для обучения, детский сад активно взаимодействует с общественными организациями, образовательными и оздоровительными центрами школы Олимпийского резерва. Черные пешки на какую горизонталь встают? Поменяйтесь, пожалуйста, местами. Здесь первыми в регионе внедрили дошкольное шахматное образование. Активно развивается и семейный биатлон. Ежегодные турниры ждут с нетерпением не только дети. Я вообще так рада, что есть возможность проведения совместного досуга детей и родителей. Это просто вообще невероятно. Полюбились родителям и совместные театральные фестивали, к которым с азартом готовят костюмы и декорации, разучивают роли. Целыми семьями приходят в качестве зрителей и артистов. Сложные какие-то большие тексты, сложные сказки по организации она бы не вытянула. Это определенно нужно, потому что это сближает детей и родителей. И даже такие оригинальные мероприятия, как праздник пап, одна из задач которого – гендерное воспитание. Что это такое, а зачем это? Очень эмоционально, им очень все понравилось, так же, как и нам, родителям. То есть очень приятно с ними было работать. И продолжим также с ними занятия в будущем. Вместе с родителями устраивают в детском саду и национальные праздники. Это детям радость, это же позитив, показывает свои обычаи. Национальные праздники всегда нас всех объединяет, и в этот момент трепется сердце, и мы чувствуем, что мы одно целое. Теме патриотизма педагоги детского сада отводят отдельную, очень важную роль.
и армяне, и грузины, и узбеки, и таджики, и русские, и литовцы, и немцы. Очень-очень большая палитра национальностей представлена в нашем детском коллективе. И прививаем детям толерантность к разным национальностям. Воспитанники сада – многократные призеры различных конкурсов детского творчества областного и городского уровней. 40% выпускников коррекционных групп выходят в общеобразовательные школы, и большинство успешны в учебе. В 2017 году детский сад признан одним из лучших в России за развитие инклюзивных технологий. Творческий коллектив возглавляет целеустремленный руководитель Светлана Николаевна Хабарова. Таких детей из года в год становится все больше и больше, и они право имеют посещать общеразвивающие группы и имеют право на образовательную услугу в любых условиях. Здесь, как в большой дружной семье, чтят многолетние добрые традиции. С каждым годом вокруг детского сада растет аллея звезд. Их открывают в честь выпускников, талантливых и неповторимых. Малыши и родители знают, педагоги любят и помнят каждого ребенка. Все, спасибо за внимание. Так, секунду на начало. Итак, это наш детский сад. Сейчас хочу вам представить вашему вниманию модель инклюзивного образования, которая реализуется в нашем детском саду. Наш детский сад представляет собой 3 корпуса. Это один общеобразовательный корпус и 2 компенсирующие направленности. Всего у нас действует 22 группы, 9 групп компенсирующей направленности, 8 комбинированной и 6 общеобразовательных. В учреждении 780 воспитанников, из них 185 детей с ОВЗ, с 7 нозологических групп. Это дети с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития, с нарушением интеллектуального развития, с расстройством аутистического спектра, с тяжелыми множественными нарушениями развития, с нарушениями опорно-двигательного аппарата и с синдромом Дауна. В учреждении реализуется основная общеобразовательная программа и 4 программы различной адаптированной направленности. С этими программами вы можете ознакомиться на сайте нашего учреждения, а также в Федеральном реестре основных общеобразовательных программ на сайте Министерства просвещения Российской Федерации. Одним из подходов образования лиц с особыми образовательными потребностями мы видим создание модели инклюзивного образования в ДОУ, а именно выстраивание взаимодействия педагогов, родителей, административной команды и социальных партнеров с целью обеспечения доступной образовательной среды и создания условий для социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. На данном слайде представлена схема модели инклюзивного образования, которая состоит из 4 компонентов. Это управленческий компонент, экспериментально-исследовательский, компонент психолого-педагогического сопровождения и социальный компонент. Наша модель инклюзивного образования имеет отличительные особенности. Во-первых, она развивающаяся и открыта к изменениям. Во-вторых, она демонстрирует взаимосвязь практики и теории. От идеи мы двигаемся к практической реализации, а затем анализируем полученные результаты, после чего вносим изменения в конкретные части модели и совершенствуем ее. Раскроем самые важные направления работы каждого компонента. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральными нормативными документами и локальными актами организации, с которыми вы также можете познакомиться на сайте нашего учреждения в разделе «Сведения об образовательной организации». Кадровый состав учреждения всего это 130 человек. Кроме профильных специалистов, сопровождение детей осуществляют воспитатели, младшие воспитатели, тьюторы и ассистенты. Все они прошли курсы повышения квалификации по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. В настоящее время в учреждении идет активное освоение профессиональной роли тьютора. В связи с этим разработана и реализуется программа сопровождения тьюторской деятельности. Именно об освоении вот этой профессиональной роли тьютора, как она у нас реализовывается, мы чуть позже вам расскажет, наш специалист расскажет.
В организации создана и постоянно совершенствуется доступная образовательная среда с ориентацией на особенности воспитанников. Она методически наполнена, визуализирована, пространственно-временная, понятийная и структурированная среда позволяет повышать эффективность образовательного процесса. В кабинетах специалистов работа с детьми проводится с учетом ограничения пространства, смены видов деятельности и объединенности среды. Наши специалисты также создают авторские технологии и активно используют их в работе. Так в детском саду функционирует образовательное пространство под открытым небом «Поляна активности», которое включает в себя многофункциональный развивающий комплекс. О нем мы также сегодня чуть позже уже более подробно познакомимся, расскажет наш педагог-психолог. Содержание инклюзивного образования в ДОУ реализуется в разных формах частичной и полной инклюзии. Это ресурсная группа, группы комбинированной и компенсирующей направленности. Также в учреждении организован консультационный центр для родителей детей от 0 до 7 лет, преимущественно не посещающих детский сад, и также служба ранней помощи. Работа специалистов в ней в большей степени направлена на детей группы риска, а также детей, у которых уже установлены нарушения или инвалидность. Ведется подготовка перехода ребенку из службы ранней помощи в дошкольное учреждение. Этим обеспечивается преемственность образовательного процесса. Основной формой организации комплексного сопровождения воспитанников, посещающих детский сад, является психолого-педагогический консилиум, в состав которого входят все специалисты психолого-педагогического сопровождения. В ходе своей работы они проводят диагностику, обобщают наблюдения за динамикой развития ребенка и определяют его прогноз. Затем, с учетом возможностей и особенностей, уточняется его индивидуальный образовательный маршрут и составляются коррекционно-развивающие программы. Исходя из психофизических возможностей и особенностей ребенка, специалистами подбираются наиболее эффективные основные и дополнительные методы и методики. Родители, как полноправные участники образовательного процесса, вовлекаются в деятельность по комплексному сопровождению детей. Общим результатом успешной работы родителя с ребенком является создание и поддержание в семье среды для реализации возможностей ребенка. Важную роль в реализации инклюзивного образования играет действующее в рамках социального партнерства сетевое и межведомственное взаимодействие. Оно направлено на повышение уровня квалификации педагогов, а также на реализацию совместных мероприятий и социально значимых проектов для семей детей с ОВЗ. Результаты реализации модели мы видим в 3 направлениях. Это образовательная, семейная и социокультурная инклюзия. Результаты ощущают на себе все субъекты образовательного процесса: администрация, педагоги, дети и родители. Результаты видны в частности в положительной динамике психофизического развития детей, в обогащении образовательной среды как в ДОУ, так и в семьях воспитанников, в улучшении взаимодействия родителей со своими детьми и в эффективном использовании разнообразных ресурсов социума. Таким образом, данную модель инклюзивного образования мы считаем эффективной, и она может быть рекомендована к практическому применению в системе дошкольного образования. А сейчас вашему вниманию, коллеги, хотела предоставить еще одно видео, в котором демонстрируются уже, какие у нас есть результаты по реализации данной модели инклюзивного образования. Так, вот сюда. Время бежит, у всех много дел, много проблем в голове. Чтоб для детей этот мир посветлел, включите свет в себе. Пусть он другой, не такой, как мы, любит он мир всей душой. Жизнь — это поле, а дети — цветы, так пусть мир цветет наш с тобой. Пусть каждый день улыбка на лице, и мир становится добрее. Печаль
таким, как вы, ведь каждый из нас другой. Украсим мир теплом доброты и руку согреем рукой. Мы ждем перемен, а можно не ждать, ведь знаем, что нужно нам. Нужно самим этот мир поменять, принять и сберечь их от травм. Пусть он другой, не такой, как мы, любит он мир всей душой. Жизнь — это поле, а дети — цветы, так пусть мир цветет наш с тобой. Пусть каждый день улыбка на лице, и мир становится добрей. Печаль и грусть оставим на крыльце, а в доме лишь тепло друзей. Дарите его не таким, как вы, ведь каждый из нас другой. Украсим мир теплом доброты и руку согреем рукой. Что может быть прекрасней и чудесней? Что может быть сильнее на земле? Когда друзья с тобой, когда мы вместе, когда мы рядом много-много лет, идя вперед по жизненным дорогам, уверены всегда мы лишь в одном: друзей хороших не бывает много, с которыми ты рядом день за днем. Вместе мы с тобой, мы все время рядом, летом и зимой, дожди и холода. Вместе мы с тобой, мы друг другу рады и в мороз, и в зной, а значит будем вместе мы всегда. Листая жизни прошлые страницы, мгновения давно прошедших лет, Друзей я с грустью вспоминаю лица того, кого сегодня рядом нет. Но в них уйдут печали и тревоги. Друзей своих ты только позови, и мы все вместе по одной дороге пойдем навстречу
Спасибо за внимание, коллеги. Хочется отметить, что вот в этом видеоролике первый, который прозвучал, песня первая, это является гимном инклюзивного образования. Таких вот результатов, этой успешности в инклюзивном образовании мы, конечно, смогли добиться благодаря тому, что у нас есть команда, коллектив, сплоченная команда. После реорганизации путем слияния 3 детских садов численность наших сотрудников увеличилась вдвое. Понятно, что не было коллектива или команды на тот момент, это были просто люди, работающие в учреждении. Тогда перед администрацией стала задача создать такой коллектив команды единомышленников, которые могли бы не только работать вместе, решая профессиональные задачи, но и также эмоционально поддержать друг друга, проявить дружеские чувства. Как известно, команду невозможно слепить, просто создать, поставив людей рядом. Создание команды – это очень длительный процесс, требующий определенных усилий. Главную роль в котором, конечно, играет руководитель. Работу по сплочению коллектива в нашем учреждении было решено начать, опираясь на формы групповой деятельности, игровые методики Надежды Егоровны Щурковой и технологию коллективных творческих дел Игоря Петровича Иванова. Данные методики нацелены на работу с детьми, но показывают свою состоятельность и в работе со взрослыми людьми. Формы групповой деятельности Надежды Егоровны Щурковой основаны на игре. Все люди, независимо от возраста, любят играть, потому что играть приятно, играть легко, весело. В игре мы проживаем счастливое состояние. Играть, в отличие от работать, это совершенно нетрудно. К тому же игра – это самый демократичный вид деятельности. Здесь нет начальников и подчиненных. Игра – это общение равных. Организация игры или коллективного творческого дела считается одним из самых эффективных форм работы. Основа – это совместная работа всех членов коллектива. Совместно они намечают, готовят, проводят, оценивают работу, используя знания, умения и навыки для общей пользы. Любое дело становится коллективным и творческим только в процессе совместной организаторской деятельности. Хочу представить несколько примеров использования игровых методик Надежды Егоровны Щурковой. Все они достаточно доступны и не требуют особой подготовки. Одна из самых распространенных – это методика круг. Фигура круг, да, она символизирует единство и бесконечность. Собрание круг – это встреча единомышленников, связанных единым делом, вдохновленных какой-либо идеей. Это творческое организаторское дело, когда каждый член коллектива участвует в раскрытии перспектив и выборе общих дел на новый период. Следующая методика – защита проекта или проект-мечта. Организаторами выбирается тематика проектов. Она может быть любой, касающейся непосредственно образовательной деятельности до каких-либо сказочных проектов, фантастических. Таким образом, в нашем детском саду реализуется проект «Здоровье, спорт, дети». В рамках этого проекта объединились сотрудники 3 коллективов, 3 корпусов, да, общеобразовательных, коррекционных, создали сам проект и начали его реализовывать. Вначале реализация была с детьми, соответственно, с родителями. В дальнейшем сотрудники, так скажем, втянулись в этот проект, что сейчас с удовольствием, вот вы видите на слайде, да, они выходят, в выходные дни собираются и занимаются скандинавской ходьбой в роще на свежем воздухе. Следующий проект, это мы создавали на территории детского сада, подворье народов, проживающих на территории Тюменской области. Это были подворья народов Севера и украинское подворье. В создании этих подворий принимали участие также все члены коллектива без исключения. Кто-то что-то из дома приносил, да, какие-то ухваты, казаны, вот все, что мы видим, какие-то шкуры. И это коллективное такое дело, творческое, и потом все вместе видят этот результат, что в итоге получилось. Интересный и полезный проект был запущен тоже в этом году, назвали мы его «Тюмень пешком». На первом этапе администрация детского сада организовала для сотрудников автобусную экскурсию по городу. Это была экскурсия
посвященная именно образованию города Тюмени, где были первые образовательные учреждения. Спустя время сотрудники заинтересовались действительно историей вот этой города, разделились на подгруппы, каждый выбрал интересную себе тему. Сейчас они самостоятельно изучают историю уже на вот этими небольшими подгруппами, и потом с удовольствием представляют вот эти знания, которые они узнали, получили факты интересные перед другими сотрудниками, делятся фотографиями, ну и, соответственно, общаются вместе, объединяются. Методика вот этих защиты проекта хороша тем, что состав группы можно менять постоянно, привлекая все новых участников. Потому что бывает и новые люди вливаются в коллектив, то есть им также нужно стать командой с нами. Следующая методика – это дерево, посаженное тобой. В любом месте, где бы ни побывал человек, он оставляет свой след. Так, недалеко от детского сада у нас есть сквер пограничников. В 2018 году мы впервые поехали в этот сквер и высадили там деревья. Сейчас уже на протяжении 4-5 лет мы регулярно ездим в этот сквер, ухаживаем за деревьями, посаженными нами. Они сейчас уже не те маленькие веточки, которые мы 5 лет назад туда посадили. Мы ухаживаем за деревьями, за обелисками, высаживаем цветы. Опять же, это мы приезжаем к тем деревьям, которые мы когда-то посадили, добавляем новое. Наш коллектив растет, как и, собственно, сквер. Следующая очень интересная методика – День добрых сюрпризов. У автора, вообще, как и все методики автора, они нацелены внутри коллектива, но мы берем не полностью методику, а опираемся на нее. Таким образом, Дни добрых сюрпризов мы устраиваем, приезжая в госпиталь для ветеранов войн. В преддверии 9 мая мы подготавливаем сценки, песни, собираем небольшие подарки, знаки внимания, приезжаем в госпиталь и проводим вот эти мероприятия. Особо трепетно коллектив детского сада, все сотрудники относятся к таким же дням сюрпризов, которые мы проводим в детском онкологическом отделении. В костюмах сказочных героев мы приезжаем к детям, проводим для них праздники, сеансы канистерапии, это вот со специально обученными собаками, дарим подарки. Конечно, сейчас пандемия внесла свои коррективы, мы сейчас уже не можем приехать непосредственно к детям, но мы также приезжаем к больнице, передаем подарки детям, какие-то небольшие такие представления устраиваем под окнами палат. Вот такие мероприятия, они, наверное, даже большее значение имеют для нас, для тех, кто их организовывает, кто в них участвует. Ведь объединяет это даже не само мероприятие, не подготовка к нему, а вот то чувство радости, какого-то, те эмоции, которые мы получаем, когда вот выполняем вот такие, делаем приятное людям, которые в этом действительно нуждаются. Большое значение в сплочении коллектива также имеют и спортивно-оздоровительные мероприятия. Такие, как мы проводим Дни здоровья, шахматные турниры, лыжные гонки. Особое внимание уделяем проведению Дню здоровья, веселых стартов среди сотрудников всех 3 корпусов. Сотрудники с удовольствием участвуют в таких мероприятиях. От каждого корпуса они готовят форму, эмблему, девиз. Мероприятия проводим в рабочее время, на открытом воздухе, что это помогает расслабиться людям, дарит массу положительных эмоций. К тому же это отличное средство профилактики профессионального выгорания. Помимо мероприятий на территории детского сада, проводим также и выездные мероприятия. Это, например, выезд на лыжные гонки в рощу недалеко от детского сада и проведение соревнований по волейболу. А также это все в рабочее время проводим. И привлекаем к таким мероприятиям, к выездным, сотрудников соседних детских садов. Это добавляет соревновательный такой дух в наши мероприятия, что, конечно же, не может не влиять на сплочение коллектива. Также мы уделяем внимание проведению семейных спортивных мероприятий. Это выезды в оздоровительные центры пригородные под девизом «Здоровым быть здорово, здоровье нам дорого».
И также ежегодно, где-то в феврале месяце, мы проводим семейный биатлон. Это также спортивное мероприятие, в котором принимают участие не только наши воспитанники, как вот уже было сказано, а также мы проводим и для сотрудников такое мероприятие. Безусловно, оно тоже объединяет, особенно когда сотруднику не надо отрываться от семьи, а вместе с семьей он приходит в этот коллектив, где работает. Хочется отметить, что вот массовые мероприятия мы начинаем и заканчиваем, к сожалению, видео не получается загрузить в презентации. Все мероприятия мы вот такие массовые, начинаем и заканчиваем с хороводом. Ведь хоровод – это не просто групповой танец, а он предполагает в себе синхронизацию многих людей в одном ритме. И чтобы общая структура стала единой целой, в хороводе все должны делать одно и то же движение и удерживать одну и ту же мысль. Все перечисленные мероприятия являются коллективно-творческими делами, ведь они представляют собой заботу о своем коллективе, друг о друге, об окружающих людях. Осуществляется посредством совместных усилий, совместных усилий всех членов коллектива. Они не только выполняются, но и реализуются сообща. Сейчас видно, да, по сравнению с тем, когда происходила реорганизация, сейчас видно, что результат работы по внедрению таких форм групповой деятельности среди сотрудников повысился уровень инициативности, доверия и поддержки. Сотрудники стали мыслить не как конкуренты, повысился командный дух и настроение в коллективе. Спасибо большое, коллеги, за внимание. Сегодня вот уже несколько раз проговорили про нашу поляну активности, которая у нас расположена... Ой, извините, про другое. Хотела сейчас, да, пригласить нашего учителя-дефектолога, Солдатову Ольгу Андреевну. Она расскажет про то, как в учреждении идет освоение профессиональной роли тьютора. Довольно-таки новое еще у нас направление. Сейчас, секунду. Добрый день, уважаемые коллеги. Солдатова Ольга Андреевна, педагог, дефектолог образовательного учреждения. Как сказала Ольга Михайловна, я вам представлю блок коррекционной работы. Уже было озвучено, что в нашем учреждении находится очень много детей с инвалидностью и с особыми образовательными потребностями, то есть детки, которые прошли по МПК, имеют заключение, это дети с особыми с ОВЗ. Вашему вниманию хотелось бы представить направление профессиональное становление роли тьютора в дошкольном образовательном учреждении. Сначала хотелось бы сказать о том, что тьюторское сопровождение представляется деткам с выраженными нарушениями развития, когнитивными, поведенческими, такими как, допустим, с диагнозом расстройства аутистического спектра, либо какими-то ограничениями в физическом передвижении. Должность тьютера и ассистента вводится в штатное расписание руководителем образовательного учреждения по рекомендации психолога медико-педагогической комиссии. Также руководитель учреждения на основании дошкольного консилиума может принять решение, что определенному ребенку необходимо индивидуальное тьюторское сопровождение и ввести, допустим, для определенного ребенка сопровождение тьютора индивидуальное. Тьюторское сопровождение предоставляется на период адаптации обучающейся в образовательной организации, на какой-либо промежуток времени, на полугодие, на учебный год, и также на постоянной основе постоянно ребеночка сопровождает индивидуальный тьютор. Хотелось бы разделить две должности, должность тьютора и должность ассистента. Внизу вы видите представленные документы, с ними можно ознакомиться более подробно. В чем отличие данных должностей? Должность тьютора предполагает педагогическое образование и стаж работы 2 года. То есть педагог, который занимает данную должность, должен иметь определенные профессиональные компетенции. Ассистент – это помощник. Помощник в, так сказать, технической поддержке. Например, для детей с ограничениями какими-то движений, либо зрения, допустим, тотальное нарушение зрения. То есть это передвижение, допустим, ребенка, ассистент ему помогает при передвижении, если у него есть какие-то ограничения.
Ассистент может не иметь педагогического образования, он проходит просто подготовку, какой-то инструктаж и сопровождает ребеночка в тех направлениях, которые ему нужно. То есть в передвижении техническая поддержка и, возможно, в каких-то, допустим, если есть ограничения в самообслуживании навыков культурно-гигиенических. Просто помощь. Тьютор, как уже было сказано, это педагог. Педагог с образованием педагогическим и стажем работы. Это наставник и специалист, который ведет ребенка по индивидуальной траектории, по индивидуальной программе развития, и он входит в команду консилиума, включен, он принимает участие в разработке индивидуальной программы, индивидуального образовательного маршрута и сопровождает ребенка именно в части, так скажем, педагогической. То есть он обучает навыкам ребенка, которого сопровождает, возможно, даже в дошкольном учреждении тем навыкам, которые связаны с культурно-гигиеническими особенностями ребенка. То есть он учит его одеваться, раздеваться, принимать какие-то процедуры, принимать участие, допустим, в кормлении ребенка. Но его деятельность направлена именно на обучение этому навыку. То есть тьютор – это педагог, который должен научить ребенка какому-либо навыку. На данном слайде вы видите основные задачи тьютора, о них уже о некоторых было сказано. Хотелось бы еще раз подчеркнуть, выделить те основные направления, по которым работает тьютор. Во-первых, тьютор – это член команды консилиума, он принимает участие в разработке и реализации индивидуальной образовательной программы ребенка. Также он организует ту среду, в которой ребенок развивается во всех режимных моментах, которые проходят в образовательном учреждении. В общем-то, все детки, у которых есть тьюторское сопровождение, при нахождении в образовательной организации получается всегда получают коррекционно-развивающую помощь. То есть во всей деятельности происходит развитие ребенка, а не только, допустим, на занятиях у какого-либо специалиста. Специалисты взаимодействуют друг с другом, дефектолог, допустим, может тьютору дать какие-то рекомендации по сопровождению именно этого ребенка, и тьютор уже реализует во всех режимных моментах, на прогулке, во время одевания, во время кормления и так дальше. Также тьютор, конечно же, взаимодействует с родителями, он рассказывает о динамике, он говорит о том, как развивается ребенок, да, что у него произошло в течение дня, какие навыки он освоил и какие нужно. Это очень важно закрепить дома в домашних условиях, потому что те навыки, которые получает ребенок в учреждении, он, конечно же, должен генерализировать и закрепить в домашних условиях. Также хотелось бы сказать еще о том, что тьютор – это специалист, который имеет не только педагогическое образование, но также он должен иметь определенные компетенции, направленные именно и квалификацию своей деятельности, именно направленную на работу с детьми с особыми образовательными потребностями. Поэтому эта задача является очень важной. И в рамках своего учреждения мы поставили для себя такую задачу. Приходят у нас специалисты с педагогическим образованием на должность тьютора, но многие из них, к сожалению, не имеют достаточного опыта работы с детьми ОВЗ, с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому мы, специалисты сопровождения психолого-педагогического, психологи, дефектологи, разработали программу, на основании которой мы даем те профессиональные компетенции, которые необходимы нашим вновь пришедшим коллегам. Разработана программа. Задачи этой программы вы видите на слайде, они представлены. Основная цель этой программы, хотелось бы сказать о том, что это развитие профессиональной компетенции тьютора в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, но также еще и, конечно же, развитие личностных особенностей. Потому что, как я уже сказала, тьютор – это тот педагог, который работает с самой сложной категорией детей, с тяжелыми множественными нарушениями, с нарушениями расстройства аутистического спектра, поведенческими ярко выраженными нарушениями. То есть нужно иметь не только компетенции профессиональные, но также нужно очень большие компетенции иметь в области личностного развития, то есть высокий эмоциональный интеллект, осознанность деятельности своей, да, то, что делает, допустим, данный педагог. Далее обязательно децентрация, то есть умение
распознавать чувства и эмоции другого человека, умение стать на точку зрения другого человека. То есть развитие эмоционального интеллекта и таких личностных особенностей, как самоорганизация и самоконтроль, очень важны для данной специфики работы с такими особыми детьми. Далее на слайде вы видите формы и методы, которые используются в нашей программе. Я, в общем, их не буду представлять, но это субъект-субъектные отношения, интерактивные методы, направленные на развитие именно взаимодействия и получение тех профессиональных и личностных компетенций, которые необходимы педагогам. На данном слайде вы видите направленность именно информационно-теоретической компетенции тьюторов, на что мы делаем основной акцент. Хотелось бы сказать, что в учреждении находится достаточно большое количество детей с расстройством аутистического спектра, поэтому педагоги, у которых есть опыт работы с этими детьми, дефектологи и психологи, делятся непосредственно вот именно методами теми, которые используются при работе с расстройством аутистического спектра. Это эмоционально-уровневый подход, и ТИЧ-технология, и прикладной анализ поведения. То есть именно те технологии, методы и приемы, которые необходимы и эффективны при работе с детьми с расстройством аутистического спектра. Ну и, конечно, ведение документации включено в программу. Это обязательно. Организация работы тьютера у нас происходит через документацию, то есть через ведение определенных дневников наблюдения, которые разработаны в учреждении. Ну, результаты данной программы вы также видите на слайде. Это, как я уже не раз повторяла, это развитие профессиональных компетенций и личностных особенностей педагогов. Ну и, конечно же, те представители, которые разрабатывают и реализуют программу, они тоже получают свой опыт. Его вы видите также на слайде. Все мы совершенствуемся, развиваемся и движемся дальше. На данном слайде представлена как раз документация тьютера, то есть организация работы тьютера, как происходит. Вообще у нас в каждой группе, где есть дети с ограниченными возможностями здоровья, есть тьютер. Данную группу также курирует педагог-дефектолог. И вот педагог-дефектолог является куратором данной группы. И программу индивидуальное сопровождение он помогает тьютеру разрабатывать. То есть она разрабатывается вместе с всеми специалистами, педагогом-дефектологом, педагогом-психологом, тьютером, то есть и воспитателями. Все специалисты сопровождения психолого-педагогического разрабатывают данную индивидуальную программу. Конечно, сначала проводится диагностика, смотрится, какие именно навыки, смотрится актуальный уровень развития ребенка, какие именно навыки нужны индивидуально данному ребенку, то есть индивидуально направленная программа. И далее уже выстраивается дневник тьютера непосредственно для каждого ребенка индивидуально. Данный дневник, как вы видите, ведется тьютором ежедневно. Мы максимально постарались эту форму упростить, чтобы не было тьютору много, так скажем, записей и задач. Он просто делает пометки, да, какой навык он развивает, в каком, так скажем, стадии развития этот навык находится. Да, и справа вы видите те условные обозначения, которые применяет тьютор при заполнении своего дневника наблюдения. На этом мне хотелось бы закончить наше выступление и предоставить слово следующей коллеге, которая расскажет о ранней помощи в нашем учреждении. Это Гетте Мария Николаевна. Пожалуйста. Всего доброго. Добрый день, уважаемые коллеги. Сейчас видео. С марта 2019 года в детском саду действует консультативно-методический пункт, деятельность которого направлена на оказание помощи родителям детей раннего возраста. На начальном этапе во время первичного приема семьи специалисты определяют ее потребность в услугах ранней помощи. Исходя из потребностей составляется индивидуальный план для каждой семьи, в котором прописывается периодичность занятий, форма работы, групповая, подгрупповая или индивидуальная.
а также ведущие специалисты. Учитель-дефектолог, педагог-психолог, учитель-логопед, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель. В сад с запросами семей подбираются методики и помещения для проведения деятельности. На групповых занятиях родители осваивают различные виды взаимодействия со своими малышами, знакомятся с новыми играми, песенками, упражнениями, которые потом смогут повторить дома в привычной обстановке. Групповые занятия насыщены музыкальными, ритмическими играми и, конечно, разнообразными движениями. В музыкальном физкультурном зале есть возможность развития общих движений. Этому способствует свободное пространство, соответственно подобранное оборудование. Сенсорная комната наполнена всевозможными стимулами. Мягкое напольное покрытие, шариковый бассейн, меняющаяся подсветка, музыкальное сопровождение создают особую комфортную атмосферу, которая направлена на развитие и активизацию тактильного, зрительного, слухового восприятия. Чтобы занятия привлекали ребенка, в работе с ним игры наполняются позитивным настроем, в первую очередь положительными эмоциями взрослого, родителя и педагога, и его способностью включаться в деятельность и поддерживать интерес. Сенсорно-динамический зал «Дом совы». Уникальное пространство, где ребенок и его родитель познают свой внутренний окружающий мир через движение. Это безопасное место, где можно изучать свои движения и возможности тела. В раннем возрасте особо важно формировать доверие и эмоциональное общение с близкими людьми. Поэтому малыши и их родители под чутким руководством специалистов обучаются правильному взаимодействию друг с другом. Благодаря полученным навыкам дети в дальнейшем смогут уверенно познавать мир, опираясь на поддержку родителей. В кабинете психолого-педагогического сопровождения созданы условия для вовлечения малыша в предметную, элементарную игровую, продуктивную деятельность. Предусмотрена возможность для родителей подключиться к играм малыша. В ходе встречи семьи не только активно привлекаются к деятельности своего ребенка, но и получают консультации от специалистов. Они поясняют родителям смысл упражнения и совместно планируют особенности проведения его в домашних условиях. Родители могут задать вопрос, поделиться своими радостями или тревогами, сомнениями о развитии своего ребенка. Специалисты окажут поддержку, при необходимости пригласят родителей с малышом на индивидуальную консультацию, на которой дадут рекомендации по дальнейшему развитию ребенка и внутрисемейному взаимодействию. Сейчас можно сказать, что занятия в консультативно-методическом пункте дают свои плоды. Дети получили новые навыки общения со сверстниками и взрослыми, что в будущем будет способствовать успешной адаптации в детском саду. Родители научились принимать особенности своего ребенка, освоили новые формы и приемы для взаимодействия с ним. Педагоги повысили свои компетенции в работе с детьми раннего возраста. Так, добрый день, уважаемые коллеги. Вот, просмотрев видеосюжет, вы можете, уже имеете представление о той системе работы ранней помощи в рамках консультационного центра, которую мы оказываем семьям с детьми младенческого и раннего возраста. Следует сказать, что когда эта работа начиналась, у нас еще не было тех знаний, которыми мы обладаем сейчас. Было понимание важности максимально раннего начала поддержки ребенка с трудностями в развитии, необходимость вовлечения в эту работу семьи, но сформировать ту систему работы, которая существует и развивается сейчас,
Нам помогло обучение в Институте раннего вмешательства города Санкт-Петербург и в Институте коррекционной педагогики города Москвы. Анализ проводимой работы позволяет выделить некоторые аспекты, на наш взгляд, заслуживающие внимания. Работая по определенному алгоритму, он был озвучен в видеосюжете, мы действительно встречаемся с разными категориями семей. Так к нам обращаются родители нормотипичных детей, у которых в ходе первичного приема не выявляется нуждаемость в коррекционной работе. Но исходя из запроса родителей, им могут быть предложены рекомендации в виде буклетов, памяток, возможности пользования видеотекой, включения в группу Viber с возможностью прослушивания вебинаров в реальном времени и получения ответов на интересующие вопросы. Подробнее о перечисленных формах работы чуть позже расскажет коллега. А на слайде вы можете видеть те вопросы, с которыми чаще всего обращаются семьи с детьми без особых трудностей в развитии. Это развитие и воспитание ребенка от рождения до 3 лет, именно нормы формирования умений и навыков. Организация режима дня, сон, прогулка, гигиенические процедуры, как подготовиться, как провести, завершить. Развитие самостоятельности через формирование навыков самообслуживания. Приучение к горшку, самостоятельная еда ложкой, обучение одеванию, организация совместной со взрослым деятельности и самостоятельной игры малыша. Решение последнего вопроса происходит обычно при помощи игр и игрушек, собранных в так называемой ликотеке. Во время диагностики, консультирования педагог взаимодействует с малышом, используя данный материал. На видео был представлен этот вид работы. Параллельно родителям демонстрируются и разъясняются функции игрушки, варианты ее использования, те задачи, которые мы можем решить во время данной игры. Это и умение соблюдать очередность, следовать каким-то иным правилам, развитие познавательного интереса, речевых, моторных возможностей малыша, а также даются рекомендации по организации игрового пространства дома. Иногда родители уже после очной консультации обращаются за дополнительными разъяснениями, уточнениями. Конечно, это происходит чаще дистанционно, по телефону или через мессенджеры. В отличие от описанной категории семей, обращаются и родители детей, у которых во время первичного приема выявляются трудности в развитии различной степени. Исходя из выраженности нарушений, планируется индивидуальная или групповая работа. При выявлении детей с нарушением коммуникативного развития, трудностями в понимании обращенной речи, выраженным нежелательным поведением, неконтролируемой двигательной активностью и дефицитом внимания составляется индивидуальная программа развития, которая реализовывается специалистами в центре и родителями дома. На индивидуальных игровых сессиях родители активно включаются в деятельность, чтобы затем в домашних условиях, в естественных жизненных ситуациях продолжить работу. Если же нет столь выраженных нарушений, но наблюдается задержка развития, то семья включается в групповую работу. Этот вид работы был также достаточно полно представлен в видеосюжете. Следует сказать, что поддержка семей в рамках ранней помощи очень востребована, так как родители видят положительные изменения в поведении и развитии малышей. Эти изменения вы можете видеть как раз на слайде. В целом же ранняя помощь способствует раннему выявлению и комплексной коррекции трудностей, что позволяет достичь максимально возможного для малыша уровня общего развития и социализации. Предупреждаются вторичные нарушения, снижается процент инвалидизации. Происходит подготовка перехода ребенка из службы ранней помощи в дошкольное учреждение, чему, конечно же, способствует улучшение функционирования ребенка в естественных жизненных ситуациях. Повышается компетентность родителей в вопросах развития и воспитания ребенка, что снижает тревожность и повышает уверенность родителей в своих силах. А в целом это, конечно же, ведет к улучшению качества жизни семьи. Благодарю за внимание. На мое выступление на этом заканчивается, но работа продолжается. И теперь эта работа ведется в том числе и при грантовой поддержке, о чем будет следующий видеосюжет и выступление. Ну и когда просыпается малышка, помочь потянуться, да, потягушечки, порастушечки.
Малышке Еве всего месяц, и сегодня у нее первый визит в Тюменский детский сад номер 133. Знакомство с каждым ребенком учитель-дефектолог Мария Гёте начинает с диагностики. Наблюдения педагога станут основой программы сопровождения семьи. С младенцами здесь работают больше года, а несколько месяцев назад авторы проекта «Пространство осознанного родительства Insight» получили грант Министерства просвещения России. Кого-то приглашаем на индивидуальные занятия, кого-то приглашаем на подгрупповые. То есть все очень индивидуально. Малыши до 3 лет, они развиваются постоянно. Не те 15, 20, 30 минут, которые он на занятии, а когда он раздевается, одевается, когда он умывается, готовится кушать, гуляет с мамой на улице. И наша задача просто подсказать родителям, как правильно вести себя в тех или иных ситуациях, чтобы их поведение способствовало развитию малыша. Тёма, давай. Кушай. Вот эта вот область возле рта, держи во вторую ручку еще. Это очень такая чувствительная область. То есть старайтесь, если вытирать, то мягкой салфеточкой. Вместе с командой 133-го детского сада Лада Захарова растит своего сына Артема уже полгода. На консультации семья приходит 2 раза в месяц. В остальное время мама поддерживает общение с педагогами в режиме онлайн. Например, отправляет домашние задания и получает обратную связь. Сегодня вот нам, допустим, дали задание отрабатывать, как мы кушаем. То, чтобы ребенок именно не отвлекался ни на что, смотрел именно на меня, сосредоточен был только на еде. Рекомендации также дают, какой ложкой, допустим, кормить, как играть, что делать для моторики, что делать для развития речи, чтобы как-то не формировалась эта функция. Кроме того, мамы и папы получают консультации по телефону и посещают тренинги психологов. Курс направлен на поиски собственных внутренних ресурсов и повышение компетентности родителей. Когда каждый готов выслушать каждого, каждый внимательный другому человеку и к себе, конечно, тоже. И тогда это такая команда. Работает здесь и домашнее визитирование. В очном и дистанционном формате специалисты помогают родителям организовывать развивающее пространство и учат правильно взаимодействовать с детьми. Ого, как высоко! Мы принимаем родителей, которые воспитывают детей с младенческого возраста до завершения дошкольного, то есть до 7 лет. Раннее выявление детей с особенностями развития, либо с какими-то, возможно, даже небольшими отставаниями, влияет очень положительно на дальнейшую динамику и развитие детей. То есть чем раньше мы начинаем работать с ребенком, тем больше вероятность, что потенциал детей раскроется в полной мере, и мы скоррегируем его именно так, как позволяют психофизиологические особенности ребенка. В начале следующего года работа с малышами здесь выйдет на новый уровень. В детском саду номер 133 откроется первая в сфере образования Тюмени служба ранней помощи. Педагоги прошли профильное обучение. В учреждении уже стартовал ремонт и ведется подготовка к закупке оборудования. Алена Сазонова, Руслан Латыпов. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Ирина Леонидовна, педагог-психолог. Я расскажу о доступности нашего консультационного центра. Для повышения доступности психолого-педагогического сопровождения и обеспечения непрерывности консультационной, методической и диагностической помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста, разработан проект «Пространство осознанного родительства Insight». Проведя анализ запросов от родителей детей дошкольного возраста, мы определили особую категорию детей, категорию группы риска родителей, которые уже воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья, и у них появились 2-е и 3-е дети. От таких родителей, от родителей данной категории, стоит запрос об основных этапах, маркерах развития, желании не упустить драгоценное время. Наш консультационный центр могут обратиться все желающие родители города Тюмени. Консультативная методическая помощь родителям оказывается бесплатно при личном обращении при заполнении заявления. Для обеспечения доступности вариативной адресно-методической, психолого-педагогической и диагностической консультативной помощи родителям рассматриваются все компоненты. Один из важных компонентов – это территориальный. Специалисты консультационного центра не ограничиваются помещениями корпуса детского сада. Мы предполагали, что оказание услуг в одной части города не обеспечит полную доступность для родителей, живущих в других районах. Поэтому в рамках межведомственного взаимодействия
Определено время консультаций с наших специалистов на территории партнеров проекта. Это помещение психолога медико-педагогической комиссии, это помещение регионального общества родителей детей-инвалидов, областного центра реабилитации. На карте вы можете посмотреть, что почти все районы у нас охвачены. Кадровый вопрос решен был внутренними ресурсами. В консультационный центр входят специалисты психолого-педагогического сопровождения детского сада. Стаж работы специалистов более 5 лет, имеют курсовую подготовку, высшее образование и переподготовку. Какие курсы прошли специалисты, вы видите на слайде. Специалисты могут взаимозаменять друг друга, если вопросы носят общего характера. Также они могут оказывать специализированную помощь учителя-дефектологи, педагоги-психологи, учителя-логопеды. Это вопросы развития детей до 3 лет, развития детей перед школой, подготовка к детскому саду, речевое познавательное развитие. Консультации педагогов-психологов касаются вопросов детско-родительских отношений и вопросы нейропсихологического развития и коррекции. Проведя анализ обращений родителей во время записи на консультации, определены наиболее востребованные слоты времени. Как вы видите, это время с 3 до 5 и утренние с 10 до 12. Также был вопрос родителей на консультацию в нерабочее время, поэтому определили время в субботу с 10 до 12. Наши специалисты оказывают выездные консультации, чтобы оказать в естественных жизненных условиях. Информационная работа освещается, в основном вся информация находится на сайте образовательной организации. Здесь можно увидеть все нормативные документы консультационного центра, приказы, положения, заявления. Чтобы обеспечить, расширить нашу аудиторию, у нас есть сайт консультационного центра, где специалисты дополняют информацию, действуют в группах ВКонтакте, имеется сообщество в Вайбер, и если сосчитать, то получается 257 человек у нас охвачены этими группами, 2 группами. Также в Telegram действует чат-бот. И если родители не смогли подключиться, у нас есть картотека видео, аудиозаписей. Проведя анализ, мы смотрим, что родителям 30-минутное видео долго смотреть, поэтому мы делаем маленькие треки, чтобы на 2-3 минутки, чтобы они могли просмотреть, прослушать и получить ответы на данные вопросы. Проведя анализ работы специалистов консультационного центра по обеспечению информационной доступности, можно сделать вывод, что каждый компонент ориентирован на родителя и направлен на повышение его компетентности, снижение тревожности и помогает создать наиболее благоприятные условия для полноценного развития каждого ребенка. А теперь я хочу дать слово коллеге Аните Викторовне. Она вам... Добрый день, уважаемые коллеги! Я вам расскажу об использовании ресурсов природы в инклюзивном пространстве ДОУ. Многофункциональная поляна активности. Среди многих факторов, оказывающих положительное влияние на здоровье детей, является физическая двигательная активность. И поэтому у нас в поляне активности это применяется. Вы можете увидеть на слайде 4 основных элемента физического интеллекта. Физический интеллект, он напрямую связан с простым интеллектом, и поэтому очень важно развивать двигательную сферу. У нас в детском саду применяется авторская технология по развитию физического интеллекта детей, разработанная коллективом детского сада, которая предназначена для детей ОВЗ, для коррекции и реабилитации, и для нормотипичных сверстников. Поляна активности, как вы видите, находится в зоне, где цветы, деревья, природа, которая помогает развивать ребенка и видеть красоту. Для создания комфорта и удовольствия у нас создан имитация колодца, сеновал, на котором дети находятся.
Также зимой проводятся различные мероприятия, например, народные игры, гуляния, о них уже говорила Ольга Михайловна, игры народные, например, снежки, бои мешками с сеном, также различные приносят утварь, различные полотна, которые знакомят детей с народным творчеством. Так. А для детей с особенностями развития, вы видите на слайде, какие бывают нарушения развития, они помогают, это поляна активности, их развивать как раз. Так, многофункциональность поляны, то есть ее используют для различных направлений, динамическое развитие, вариативное, то есть тренажеры можно использовать в различных вариантах с усложнением. Здесь происходит оздоровление и, конечно же, развитие коммуникативных функций детей на единство и сплочение. Поляна активности разделена на зоны, 6 зон. Это зона разминки, зона общения, где дети учатся развивать коммуникативные навыки, единство, сплоченность, умение действовать в коллективе. Зона крупной и мелкой моторики. Сенсорная зона осуществляет максимальное обобщение сенсорного опыта для детей с сенсорной интеграцией нарушения. И последнее – это фольклорная зона, где дети погружаются в атмосферу фольклора, используя хороводные игры, национальные костюмы и атрибутику. Формы работы вы видите на слайде, групповая, индивидуальная, подгрупповая. И также вы видите на слайде, на что направлена эта поляна активности. Мы используем эффективные практики различные, которые вы тоже видите на слайде. Это и визуальные подсказки, подкрепление для эмоционального подкрепления, структурирование пространства. И также, если ребенок, например, устал, он может просто наблюдать за другими детьми и потом снова включиться в деятельность. Проект не останавливается, он продолжает развиваться. Это и обогащение, и изучение специалистами различных новых способов, направлений. Это обогащение его различными новыми технологиями, оборудованием новым. И в среде богато наполненной телесными двигательными ощущениями, звуками, запахами, вкусами, народными традициями проще обеспечить гармоничное развитие личности с особыми образовательными потребностями. Включенность в экологическую среду позволяет формировать у детей достаточно полную систему естественно-научных знаний и в целом способствовать их социально-культурному развитию. И сейчас вы посмотрите на видео, как это все у нас происходит. С марта 2019 года в детском саду действует консультация.
Добрый день, уважаемые коллеги. Я рада присоединиться к встрече. Хочу представиться. Светлана Николаевна Хабарова, руководитель детского сада 133 города Тюмени. Мне очень жаль, что у нас не хватает времени рассказать, поделиться всем нашим опытом. И от всей души хочется процитировать известную старую песню «Если будете в Тюмени, приезжайте к нам в детский сад. Мы отделаем пельмени и поставим на мороз». Уважаемые коллеги, мы рады представить наш опыт. Я надеюсь, что он вас заинтересовал. И если у вас возникли вопросы, мы готовы всегда ответить, всегда на связи и провести дополнительные необходимые консультации для специалистов, педагогов и даже ваших родителей. Готовы ответить на ваши вопросы. Ну, очень рады вас видеть. Здравствуйте. Замечательный опыт. Просто настолько я смотрела с большим удовольствием. Очень мне понравился ваш проект «Пространство осознанного родительства» Инсайт. Конечно, замечательный, удивительный. Очень понравилось мне, лично мне, я про свои ощущения говорю, очень понравилось, может быть, неправильно скажу, но некое пространство, которое называется «Дом совы». То есть там, где много всего, такого интересного оборудования для детей с особыми образовательными потребностями. Ну и, конечно, замечательно, что у каждого проекта есть свои руководители. По тьюторству у вас, у педагога-дефектолога, это его вотчина. Там по службе ранней помощи это еще у специалистов. Это замечательно. То есть есть человек, который отвечает полностью за организацию этой службы. То есть он главный, и он уже подбирает, наверное, какие-то ресурсы. Светлана Николаевна, пока у нас есть немножко времени, пока коллеги наши думают. Здесь вопросы, которые были обращены к вам. Скажите, пожалуйста, как создать команду в детском саду, чтобы стать успешным детским садом? Ну, конечно, выступление Ольги Михайловны – яркое представление, как создать команду. Команда не появляется из ничего. Каждый человек в нашем коллективе нам дорог. И, конечно, успех – это результат работы команды. Прежде чем приступать к любому коллективно-творческому делу, нужно создать команду. И чтобы было единое понимание, были команда единомышленников, те, которые готовы не только на территории и в условиях детского сада творить какие-то успешные, интересные проекты, конечно, должны, и главное это, веду за собой, наверное, старый вожатский девиз, веду за собой, во всех проектах мы должны активно принимать участие. И успех зависит еще, каждый человек поодиночке, он в поле не воин. Любого человека, любого педагога на конкурс, в любые проекты готовит его только команда. И это успех работы всего коллектива. Спасибо, потому что очень много было вопросов, посвященных к вам, которые связаны были с секретами успеха, и реально ли вообще создать успешный детский сад сегодня, может быть, это нереально, то есть ваша практика, она показывает, что это действительно реально, потому что я смотрю и грантовая поддержка, и участие в конкурсах, и для родителей, насколько вы востребованы, то есть это вообще замечательно. Светлана Николаевна, еще хочу спросить, здесь есть вопрос, связанный с финансовыми вопросами по тьюторскому сопровождению. Немножко это, пожалуйста, они в штате у вас, как они, немножко об этом. Конечно, количество специалистов, все это оговаривается и рассчитывается необходимостью, востребованностью, потому что дети, если приходят и в заключение ПМПК указывается, что им требуется общее тьюторское сопровождение или индивидуальное тьюторское сопровождение, или сопровождение ассистента администрации детского сада, должна мгновенно реагировать. И департамент образования и администрация города Тюмени, конечно, нам в помощь. Мы пишем, обращаемся, обосновываем нашу потребность, и нам, конечно, помогают и идут нам навстречу. Потому что в этом и заключается успешность детского сада, потому что невозможно обходиться своими ресурсами. И мы гордимся тем, что у нас каждая группа с ограниченными возможностями здоровья имеет специалиста в лице тьютора и необходимое количество ассистентов. Так что этот вопрос, в принципе, решается спокойно.
Здорово, здорово, здорово. Еще мне знаете, что у вас какая идея понравилась? Вот кто-то выступал из ваших коллег, они говорят, чтобы доступны были наши услуги для родителей, то мы территориально располагаемся, когда это нужно, на базе других организаций. Там у вас что-то с обществом инвалидов было связано и так далее. Вот это вообще идея замечательнейшая. Я думаю, что она вот нам как бы надо над ней подумать. Светлана Николаевна, если вопросики у вас перед глазами, выберите, пожалуйста, любой последний вопрос, на который вы бы хотели ответить для наших коллег, если они перед глазами у вас. Да, они перед глазами. Ну, все вопросы. Действительно, коллеги, спасибо большое за все вопросы. И все вопросы важные. И, ну вот, наверное, какой вопрос? Да любой. Любой, на какой вам хочется сейчас дать ответ. Ну, наверное, как получилось организовать мотивированную, успешную управленческую команду? Потому что это для любого человека важна еще мотивация, еще стимул. Конечно, это, во-первых, и помощь администрации в получении каких-то профессиональных компетенций, это и обучение, это и предоставление возможности обучения и стажировки на территории всей Российской Федерации. Это и, конечно, финансовое, материальное стимулирование педагогов. Ну и, конечно, немаловажно, когда общественное признание, когда мы рекомендуем педагогов, а я могу с гордостью сказать, практически у нас больший процент педагогов детского сада награждены всевозможными наградами Тюменской городской думой, Тюменской областной думой, Министерством просвещения, ну и имеют ряд таких достойных наград. И это наша гордость, это наш ресурс, и в этом во всем заключается успешный детский сад. Замечательно, Светлана Николаевна, мы очень рады за вас, за ваших коллег, за то, что у вас такие замечательные кадры, за то, что вы такой замечательный руководитель, вместе идете, вместе с ними. И действительно, вот я говорю, ролики у вас изумительные, потому что через ролики очень хорошо видно, сколько всего вы делаете для родителей и для детей. Поэтому, Светлана Николаевна, чувствую я, что нам, наверное, одной встречи возможно не обойтись. Посмотрим, какая реакция будет у нашего профессионального сообщества. Может быть, что-то отдельное, вот, например, служба ранней помощи, да, тьюторское сопровождение. Возможно, вот эта интересная у вас комната, может быть, если заинтересует, то мы еще с большим удовольствием организуем встречу именно с вашим детским садом номер 133 города Тюмени. Поэтому, Светлана Николаевна, огромное спасибо за то, что вы откликнулись. Еще раз мы вас поздравляем с достойной победой. Вы очень достойные победители первого всероссийского конкурса, и вы лично, как руководитель этого детского сада. Поэтому мы от всей Республики Коми еще раз вас поздравляем, благодарим за очень интересную встречу, за изумительные идеи и всегда рады новым встречам и сотрудничеству. Спасибо вам большое. Всего доброго, до свидания. Да. А мы остаемся с чувством недосказанности. Нам хочется много поделиться и рассказать. А, конечно, когда будут сняты ограничения и пандемия уйдет в прошлое, мы рады будем встретиться офлайн на территории города Тюмени. Уважаемые коллеги, еще раз спасибо вам за то, что вы нашли время, и для нас является честь, и спасибо за доверие представить свой опыт. Спасибо, Светлана Николаевна. Запись будет, поэтому можно будет потом пересматривать участникам этой встречи очень спокойно, несколько раз перекручивая запись. Поэтому спасибо. Очень жалко расставаться. Вы правильно говорите, чувство недосказанности. Но я думаю, что, значит, новые встречи впереди. Всего доброго, Светлана Николаевна. До свидания. Мы отключаемся. И, уважаемые коллеги, мы прощаемся с вами. Тоже до новых встреч, до новых интересных идей вместе с Тюменью. Мы желаем вам всего самого доброго, и чтобы ваши сердца всегда были открыты для тех, кто рядом с вами. Всего доброго, до свидания. Успешный детский сад номер 133 города Тюмени. Мы вам желаем процветания, благополучия и новых достижений. До свидания. Спасибо вам большое. Спасибо, Светлана Николаевна. До свидания. Да, до свидания. До свидания.